В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги, я Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Долгожданные события для жителей высокогорного Кенхи. Там запустили газопровод. Более 6 километров в линии возводили в сложнейших условиях. Селение расположено на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Специалисты «Газпром» газораспределения Грозный уже работают над подключением домовладений к сети. Всего планируют газифицировать более 220 домов. Турпал Али Тайсумов расскажет, в рамках какой программы проведены работы. Природный газ для жителей высокогорного селения Кенхи Шаройского района субъекта как настоящий кислород, необходимый для жизни. Из-за особенностей расположения, труднодоступности, прежде люди топили дома дровами и углем. Больше им это не понадобится. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова за рекордно короткий срок сюда проложен межпоселковый газопровод протяженностью 6 километров. Топливо подано к 226 домовладениям Кенхи. Представителей Совета старейшин и молодых жителей поздравили официальные лица и почетные гости. Они пожелали всем душевного тепла, которого теперь будет хоть отбавляй. Все жители селения Кенхи в тепле, и в каждом доме есть газ. Этим я вас всех поздравляю. Дебюси дочь армюкша, оя бач Рамзан хажу, дерез хлюш, масана. Дикч бухтира, дик ампеолил дат. Дал мулаха ваниц мел коча, кида. Дебюси цавач, ниц кочу цадоша армюка думая. Председатель Совета алимов Республик Северо-Кавказского федерального округа Хож Ахмед Хаджи Кадыров рассказывает, что руководитель субъекта при посещении с ним этих мест лично обещал ему уделить внимание селам Шаройского муниципалитета, чтобы сделать жизнь людей комфортнее. Мы все вместе с вами приветствовали это начинание. И сегодня уже во все дома уже вошел газ. Альхамдулилля. Альхамдулилля. Это большое событие. Рамазан Ахматович, хафазахуллаху ва да сохранит его Аллах и поможет, уделяет большое внимание развитию этого района, в частности селения Кенхи. Прочие гости также высказывали искренние пожелания, а местные жители были рады такому дню, как никогда другим раньше. Вообще газ ял хирю алдохана. Дерез хил ардо Рамзан Ахмадовична октан юрт дана дохана. Аман нисиона газ ладавш газовикашна масана даггар дохан дерез хил ардук. Дерез хила кадун Рамзаники отсден бог чог бог бенацон. Масо негаш массаж масо ох чог кахегара. В каждом доме светло и уютно. И газерное. После прочтения дуа собравшиеся гости при помощи факела зажгли символ тепла в доме. С этого момента тепло будет приходить к домовладельцам круглосуточно. Еще немного и всему селению целиком станет доступно голубое топливо. На этом помощь нуждающимся не закончится. Газовые трубы с теплом будут строиться и далее. Турпал Али Тайсумов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Подвели итоги реализации проекта «Лицо кавказской национальности». В мероприятии принял участие помощник главы региона, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, директор автономной некоммерческой организации по работе с молодежными проектами Институт социально-креативного развития «Актива». Дарья Зинковская поблагодарила регион за поддержку и сотрудничество. Данный проект направлен на популяризацию традиционных культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа, многообразие национальностей, культурной самобытности и формирование положительного образа кавказцев путем создания развлекательно-познавательного шоу с участием известных людей. Участникам вручили грамоты за содействие. Такие проекты, они имеют для нас огромное значение, хотя бы в контексте сегодняшних тенденций во всем мире. Мы можем наблюдать, что Россия, она стала оплотом традиций, обычаев, религиозных ценностей, и в частности в Чеченской Республике
этим направлениям уделяется большое внимание главой республики Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым. Наша обязанность прилагать максимальные усилия на то, чтобы все национальности, конфессии, они жили в мире, в согласии, знали друг друга, популяризировали традиции, обычаи, религиозные ценности, семейные ценности. Народы, в частности Северного Кавказа, они знали, изучали культуру, обычаи друг друга и жили в дружбе и мире. И ваши проекты, они отвечают этим задачам. Первая в Чеченской республике гидроэлектростанция строится в Итумкалинском муниципалитете. Она возводится на реке Аргун вблизи селения Гучумкале. На данном участке река обладает большим перепадом высоты. Назвали ее Башенной в честь ушкалойских башен-близнецов, которые находятся поблизости. Большая часть работ уже выполнена. Мадина Кураева поделится мощностью станции. Важнейший этап завершен. Деривационный тоннель протяженностью 1438 метров пройден. Забетонировано уже 1061. Начали его пробивать с двух сторон, чтобы ускорить процесс проходки. Высота и ширина по 6 метров. Сейчас продолжается бетонирование. Состав смеси проверяют в лаборатории, чтобы исключить вымывание, брушение. Работа ведется круглосуточно. Бетонная смесь изготавливается на участке. Оттуда привозят бетоносмесителями по 3-4 куба. Завозим, выливаем, и идет укладка по специальным бетоноводам. С обоих сторон же проходили. Обычно бывает там отклонение 50 сантиметров до метра отклонения. Это спокойно допустимо, потом бетоном выравнивается оно. Здесь отклонение было в отметках по нулям, направо-налево по нулям. Четко сошлись. Это уникальный случай. В процессе бурения инженеры столкнулись с геологическим разломом, не предусмотренный в проекте. Но несмотря на возникшие трудности, работе это не помешало, все идет по плану. При проходке в метро 350 общем мы получили сильнейший разлом, который был особенно сильно, он выявился на 200 метрах, которые мы потом проходили под трубным экраном. Мы его прошли очень достойно и очень так своевременно. Впереди вот закончит бетонирование свода и стен, там 377 метров где-то грубо осталось, бетонирование лотка и завершение заполнительной цементации. Заполнительной цементации, которую сейчас мы видели, там под мостом идут, заполняется пустоту за конструктивным бетоном. И вот этот участок, самый опасный 100 метров, проектировщик потом выдали проект на выполнение укрепительной цементации. То есть суть в том, что забуриваются шпуры на этих местах и закачивают цемент на глубину 4-5 метров, чтобы обналичивать вот это весь пространство, чтобы по дальнейшем при эксплуатации, чтобы на бетон не было то давление, которое может вдруг возникнуть. Сдать тоннель специалисты планируют уже к концу марта. Завершен еще один важнейший этап строительства Башенной гидроэлектростанции. Это перекрытие русла могущественной реки Аргун. Сейчас вода протекает через построенный водосброс станции. Впереди у специалистов работа по формированию отстойника для деривационного тоннеля. Вода будет уходить в отстойники, и от отстойника будет фильтроваться и идти в деривационный туннель. Оттуда она будет подаваться под давлением на здание ГЭС. Через трубовыводы называется такой. Трубопроводы, туда будет на здание ГЭС. И оттуда уже там турбины, оборудование, все это для дальнейшего вырабатывания электроэнергии. Мощность станции составит 10 мегаватт. В год она будет вырабатывать 57 миллионов киловатт в час экологически чистой возобновляемой электроэнергии, которая будет направлена на дефицитную энергосистему республики. По завершению строительства будет создано 30 рабочих мест. Одновременно здесь возводится здание площадки ГЭС. Также водосбросной лоток с речки Пахмерка. Здесь здание ГЭС у нас планируется установка 2 агрегатов мощностью 10 мегаватт. И также подпорные стены для защиты сооружений, все защитные стенки есть от паводковых явлений. Башенная гидроэлектростанция первая в регионе. Возводится она в Итумкалинском районе вблизи села Гучумкале. Эффективности будущей ГЭС именно на этом участке способствуют большие перепады высот течения. Сдача объекта запланирована в октябре этого года. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Сайдамин Даутмирзаев. Вести. Чеченская республика. К 3,5 годам колонии общего режима приговорил Висаидовский районный суд Грозного Никиту Журавеля за сожжение Корана. Обвинения против него были выдвинуты по 2 статьям Уголовного кодекса России: оскорбление чувств верующих, совершенное в местах, предназначенных для богослужения, и хулиганство в составе групп лиц по предварительному сговору.
Напомним, что Никиту Журавеля задержали в мае 2023 году в Волгограде. В ходе допроса он признался, что совершил преступление за деньги по указанию украинских спецслужб. Его дело было передано для расследования в региональное следственное управление Следственного комитета России. Потерпевшими в деле выступили 13 имамов грузинских мечетей. Никита Журавеля признал вину и принес свои извинения мусульманам. Все верно. То, что она сказала, все верно. А как вы считаете, заслужили вы такой приговор? Ну, я думаю, наверное, да. Наверное. Сам раскаялся? Да. Конечно, мне не стоило этого делать. И раз уж подвернулся такой случай, то, наверное, стоит еще раз принести свои извинения. Ну, я прошу прощения у всех мусульман, что я своим поступком оскорбил их религиозные чувства. Министерство туризма организовало двухдневное мероприятие, посвященное пребыванию Михаила Лермонтова в Чеченской Республике. В рамках первого дня на базе Чеченского педагогического университета прошла презентация и семинар. Участие в нем приняли представители науки, студенчества, а также президент и основатель Всероссийского научно-исследовательской и культурно-просветительской региональной общественной организации «Время Лермонтова» Мария Михеева, которая прочитала лекции экскурсионному сообществу на тему «Какой вклад внесла в творчество писателя Чеченская Республика». Министр туризма Муслим Байтазиев отметил, что данный проект важен для внутреннего туризма и должен развиваться в субъекте. Реализация данного проекта в нашей республике, подготовка и, в принципе, сама история началась еще в феврале 2018 года, когда действительно эта идея возникла, поскольку мы с вами знаем, что Чеченская Республика, она всегда была такой площадкой для творчества очень великих умов, великих людей, которые черпали свое вдохновение именно лицезрея горы Кавказа. И, конечно же, среди них в числе первых был великий русский поэт и писатель Михаил Юрьевич Лермонтов. Для того, чтобы вся информация, которая в первую очередь будет предоставляться по маршруту нашим гостям региона, которая должна быть обоснованной, которая должна быть достоверной из первоисточников. Нами проведен очень большой анализ. Чеченская Республика – это место, где не только природа прекрасна. Здесь черпали свое вдохновение самые великие умы и гении не только нашего времени, но и былых времен. Этот продукт, он рассчитан, это двухдневный продукт, но при желании, конечно же, и возможностях светового времени его можно обкатать и за один световой день. И с нами в этом маршруте будет принимать участие Мария Михеева-Никатина, безусловно, это представители туристско-экскурсионного сообщества, представители турфирм и турагентств. Главенствующие точки, которые нами было решено включить этот маршрут, это Ачхой-Мартановский район, это село Валерик, это село Гихи и музей Парабоч, который также входит в часть этого маршрута. Каждый номер – это гармоничное сочетание искусства и спорта, включающее в себя виртуозную акробатику, танцевальные ритмы, прыжки и полеты. Цирковое шоу «Экстрим» прибыло в Чеченскую Республику. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовал для детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и участников СВО яркое шоу. Мадина Нусалчиева об эмоциях ребят. Цирк – это приглашение в мир необъяснимых чудес. В очередной раз благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в эту сказку смогли попасть более 1000 ребят. Среди них дети погибших при исполнении сотрудников МВД и участников специальной военной операции. Добрая традиция у нас в фонде. Аймани Несим, она всегда старается и уделяет огромное внимание маленьким детям, дарит им счастье, дарит им радости. Цирковое шоу «Экстрим» знает, чем удивить своего зрителя. Первый номер – «Колесо смерти». Огромное колесо вращается на арене. В это время акробаты выполняют различные трюки, включая прыжки на скакалке на самой верхней точке. Свое название номер получил из-за отсутствия страховки. Без кого нельзя представить ни одно цирковое шоу, определенно без клоуна. За много лет он стал настоящим синонимом цирка и любимцем публики, дарящим зрителям радость и смех.
Один номер лучше другого. Гибкость, сила и ловкость артистов не оставила никого равнодушным. Зал то замирал, то аплодировал. Стоит отметить еще одну особенность этого цирка, которая никак им не мешает собирать восхищенные отзывы. Все больше людей выступает против использования диких животных в цирках. Этот коллектив также придерживается данной позиции. Все их номера исполняются людьми. Весь этот тяжелый труд ради одного – искреннего детского смеха и восторга. Циркачи могут быть уверены, репетиции к шоу для маленьких зрителей оправдали себя на 100%. Мне очень нравится ежегодный цирк, и в каждом году бывает что-то разное и красочное. Это невозможно передать словами, я этому очень рада. Обратная связь со зрителем играет очень важную роль в исполнении номеров. Чеченский зритель всегда щедр на эмоции и овации. Именно это и мотивирует артистов возвращаться к нам снова и снова. Я уже был в Грозном, работал клоуном и очень люблю ваш замечательный город, ваш замечательный, добрый и гостеприимный народ. Принимает замечательно. Дети, они, это свет, они добрые, классные, улыбаются, аплодируют. И я думаю, что им очень нравится представление. Насладиться захватывающим зрелищем жители региона могут до 10 марта. Мадина Цолчиева, Рахман Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.